Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благодарим Тебя за все, что Ты сделал в нашей жизни. Dėkojam už viską, ką tu padarei mūsų gyvenime. Благодарим, что Ты нас вытаскиваешь из всех приключений, в которые мы сами влазим. Dėkojam, kad ištraukė mus iš įvairių išmėginimų, į kuriuos mes patys įlendam. Благодарю Тебя, Господь. Dėkojam tau viešpatie, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. dangiškas tėvė Jėzaus Kristaus vardu. Сегодня я хочу поговорить на такую интересную тему. Norėčiau pakalbėti šiandien labai įdomią temą. Что нам мешает это по-настоящему жить и действовать в Духе Святом? Kas mums trukdo iš tikrųjų gyventi ir tikėti šventojoj dvasioj. Сначала прочтем Римлянам 12. Pirmiausiai perskaitysime Romiečiams 12 nuo pirmos eilutės. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь при обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukot savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokit šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Здесь Павел говорит, что мы должны приносить в жертву наше тело. Čia Paulius sako, kad mes kūną turime atnešti kaip auką, Чтобы служить Богу, разумно служить Богу. kad protingai tarnauti Dievui. Это просто значит то, что мы не должны делать то, что мы хотим. Tai reiškia, kad negalim daryti tai, ką mes norim. Но чтобы не делать то, что мы хотим, Bet kad nedaryt to, ko mes norim, нам нужно еще обновить свой ум. reikia dar atnaujinti savo protą. Что значит обновить свой ум? Ir kągi reiškia atnaujinti savo protą? Я как механик, я понимаю так. Aš kaip mechanikas, aš suprantu taip. Если в машине сломалась какая-то деталь, Jeigu mašinai sugedo kokia detalė мы берем ее, меняем. ir mes ką darom, keičiam ją. Если берем старую машину, Jeigu imam seną mašiną, ее надо полностью обновить. ją reikia pilnai atnaujinti. Так и с нашим умом. Tas pats su mūsų mąstymu. Нам надо заменить все эти детали, которые связаны с этим миром. Ką su jom padaryti? Mums reikia atnaujinti visas detalės su savo mąstymą, pilnai, kas mūsų sieja su to pasaulio. Aš tik vieną žodį paklausiu. Не помню. Ne visą sakė. Вы можете спорить со мной, можете соглашаться, можете не соглашаться, Galit sutikti ar nesutikti, но это и есть Слово Божье. bet tai yra Dievo žodis. Иисус Христос говорит, Jėzus Kristus sako, кто слушает kas klauso и исполняет Слово, ir vykdo žodį, тот строит свой дом на скале. tas stato savo namus ant kalno. Кто есть скала? Ir kasgi yra ta ola? Это Иисус Христос. Tai Jėzus Kristus. Так что мы должны строить на Слове Божьем. Taigi mes statome ant Dievo žodžio, Что есть Иисус Христос.
tai, kas yra Jėzus Kristus. Он сам о себе говорит, что я есть Слово. Nes jis pats apie save sako, aš esu žodis. Так тут мы видим два таких момента. Matome du momentus. Жертва нашего тела Auka mūsų kūno и обновление ума. ir proto atnaujinimas. Без обновления ума Be atnaujinimo proto мы не сможем пожертвовать своего тела. negalėsim paaukoti savo kūno. Но без попытки пожертвовать свое тело Bet kad pabandyt paaukoti savo kūną, be be pabandymo, bandymo, мы не поймем, а правильно мы обновляем свой ум. mes nesuprasim, ar teisingai mes atnaujinam savo protą. Я думаю, что в жизни христиан Galvoju, kad tikinčiųjų krikščionių gyvenime есть несколько таких бастионов, которые мешают нам жить по-христиански. yra keli bastionai, kurie trukdo mums gyventi krikščioniškai. Первое, о чем я всегда говорю и буду говорить, скорее всего, Pirmiausia, apie ką aš kalbu, kalbėjau ir kalbėsiu visuomet, это то, что мы должны прощать. kad turime atleisti. И не просто прощать, Ne tik atleisti, мы должны любить своих врагов. dar turim mylėti savo priešą. И это, откровенно говоря, тяжело Ir tiesą pasakius, tai sunku без Бога. be Dievo. Вообще-то все, что мы здесь говорим, без Бога невозможно выполнить. Ir viskas, ką mes čia kalbam, be Dievo neįmanoma išpildyti. Кто бы ни говорил, вроде бы даже принять Божью милость нам трудно без Бога. Netgi priimti Dievo malonę, be Dievo mums yra sunku. Потому что мы под словом «милость» мы начинаем понимать, без Бога начинаем понимать, как вседозволенность. Nes po žodžių malonė mes be Dievo pradedam suprast, kad tai viską mums galima daryti. Но это не Божий план. Bet tai ne Dievo planas. Можно ребенку разрешить все. Galima vaikui leisti viską И он к годам 15 станет психом. ir 15 metų jis jau taps psichiškai nesveikas. Потому что ему все разрешалось. Nes jam viskas buvo leidžiama. Он не знает границ. Jis дозволенных. neturi ribų. А также и с христианством. Tas pats su krikščionybė. Если мы думаем, что Иисус нам как бы открыл дверь во вседозволенность, Jeigu mes galvom, kad Jėzus Kristus mums atidarė duris į visas, ką norim, tą darom, то мы ошибаемся. tai mes klystam. Святое Писание говорит, что тех, кого Бог любит, тех и наказывает. Dievo žodis sako, ką Dievas myli, tą baudžia. Наказание это что? Это как бы не обязательно наказывать же, чтобы бить. Bausmė juk nereiškia, kad sumušti. Это в наших умах наказать, это значит взять и отлупить ребенка. Tai mūsų protose, kad primušt vaiką, jeigu nusikaltų. Но это надо его наставить на путь истины, наказать. Это не дать ему делать то, что он хочет. Reikia jį ugdyti, ane? Это значит показать ему правильный путь. Tai reiškia parodyti jam tikrą kelią. Англичане о воспитании говорят так. Anglakalbiai apie auklėjimą sako taip. Англы, не англокальбы. Anglai. Что не воспитывай ребенка, воспитывай себя. Neauklėk vaiko, o auklėk save. И ребенок будет поступать так, как ты поступаешь. Ir vaikas elgsis taip, kaip tu elgies.
Если вы злитесь на ребенка, что он неправильно поступает, Jeigu tu pyksti ant vaiko, kad jis neteisingai elgesi, посмотри сначала на себя. pirmiausiai pažiūrėk į save. Это я очень хорошо заметил в своей дочке. Aš tai labai aiškiai pamačiau ant savo dukters. Tik tai nežinau, iš kur jinai tiek apie mane sužinojo. Ой, Nežinau, iš kur jie tiek apie mane sužinojo. я только не знаю, откуда она столько обо мне знает, но практически она поступает точно так же, как я поступал раньше с родителями. Bet ji taip elgėsi, kaip aš anksčiau su tėvais elgiausi. И вроде бы это было как бы где-то спрятано, Ir atrodo, tai buvo kažkur paslėpta, но ребенок видит больше, чем мы думаем. bet vaikas mato daugiau, negu mes galvojam. Он слышит больше, чем мы думаем. Ir jisai girdi daugiau, negu mes galvojam. Так что, если мы хотим воспитать хорошего ребенка, Taigi, jeigu norim išauklėti gerai vaiką, мы должны воспитывать вначале себя. turim pirmiausiai auklėti save. Поэтому Бог нам и показывает пример. Dėl to Dievas įrodo mums pavyzdžius. Он не говорит, что вот ты делай так, так и так, а сам этого не делай. Jisaigi nesako, daryk taip, taip, taip ir pats to nedaro. Он все это прошел. Jis visą praėjo, Иисус это единственный человек, который полностью исполнил закон. Jėzus vienintelis žmogus, kuris pilnai įvykdė visą įstatymą. Потому что если бы он где-то сделал бы ошибку, Nes jeigu Dievas būtų padaręs kažkur klaidelę, это не было бы не было бы совершенная жертва. nebūtų tobulos aukos. А в жертву приносили только совершенного ягненка. O į auką būdavo atnešamas tik tobulas avinėlis. Его очень тщательно проверяли. Jį labai tikrindavo. Так что ту жертву, которую принес Бог, Taigi ta auka, kurią atnešė Dievas, была полностью совершенна. buvo pilnai tobula. И сатана уже не мог никак подкопаться. Ir šėtonas negalėjo niekaip prisikabinti. Так что вот так вот. Taigi va taip va. Мы должны прощать. Mes turim atleisti. Просто-напросто прощать. Paprasčiausiai atleisti. Когда Петр подошел к Иисусу и спросил, сколько раз я должен простить своего брата, Kada Petras atėjo prie Jėzaus ir sako, kiek kartų broliui turiu atleisti? он сказал 7 раз. Да, я по-русски. В общем, 49 раз. 49 kartus. Если так взять, математически посчитать, 49 раз на день. Jeigu matematiškai paskaičiuot, 49 kartus per dieną. Даже я столько не косячу. Ką reiškia? Nekasečiu. Даже net aš tiek nenusidedu prieš savo žmoną. Nekasečiu. Даже я столько со своей женой как бы не ругаюсь, хотя мы чаще всего, с кем я ругаюсь, это моя жена. Daugiausiai su kuo aš pikuosi, tai su savo žmona. Даже мне столько раз не надо извиняться. Man net nereikia tiek kartų atsiprašinėti. Просто-напросто, чаще всего мы с кем у нас появляются конфликты? Su kuo daugiausiai С mes тем, pykstamės? кто ближе к нам, Tai, правильно? kas arčiausiai. Так что просто-напросто надо настроить свой ум, что мы должны прощать. Tiesiog savo protą nustatykime, kad reikia atleisti ir atsiprašyti. А без любви, Божьей любви, которой мы должны наполняться, мы этого не сможем сделать.
O be Dievo meilės, kurią turėtume prisipildyti, mes negalėsim atleisti. Мы не сможем простить своих врагов, Negalėsim priešam atleisti, за них молиться и благословлять. už juos melstis ir dar laiminti. Так что это первое, что нам mешает в жизни. Tai yra pirmiausiai, kas mums trukdo gyvenime. Вы согласны с этим? Ar jūs sutinkate su tuo? Nesutinka. Потому что даже в молитве, которую учил Иисус, Netgi maldoje, kur Jėzus mokino. говорит, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ir atleis mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkam. Просто-напросто. Это даже просто-напросто выгодно прощать, чтобы и нам было прощено, правильно? Juk tai net naudinga tau, kada tu atleidi, nes tau bus atleista. Еще одна такая ошибка в нашей жизни. Мы думаем, что если мы видим в человеке что-то, что он плохо делает, это мы знаем, как это оценить. Trumpesniais sakiniais. Dar mes kaip matom kitame žmoguje klaidas, mes galvojam, kaip jas įvertinti. Kaip teisingai įvertinti. Bet в Евангелии от Матфея, там, 7 глава, 2 стих говорит. Mato 7, 2. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какой мерой мерите, такой и вам будет. Mato 2 ir kiek? Будут мерить. 7:2. Ai, mato. Kokiu teismu teisite, tokiu ir patys būsite teisiami. Ir kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Мы, может быть, правильно видим, что делает наш брат. Mes gal galvojam, kad suprantam teisingai, ką brolis daro. Но мы не должны его судить. Bet mes neturėtume teisti jį. Потому что все суды мы должны отдавать в руки Божьи. Nes visus teismus reiktų Dievui atiduoti. Он праведный судья. Nes jis teisingas teisėjas. Это тоже мешает нам иногда в нашей христианской дороге. Tai vat maišo irgi krikščioniškam keliui. Teismas. Еще один такой момент, который христианам мешает Dar vienas momentas, kas trukdo krikščionim. Достичь полноты Божьей. Pasiekti pilnatvę dievišką. Это Павел описывает в первом послании к Тимофею. Paulius tai prašo 1 Timotiejui. В 6 главе. 1 Timotiejui. 10 стих. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которое, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Timotiejui. 6:10. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie jai pasidavę nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybę kančių. А перед этим, 9 пишется, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу.
O kas geidžia pralopt, pakliuvo į pagundą ir į spastus, bei daugelį neprotingų kenksmingų aistrų, kurio žmonės sugadina ir pražudo. А почему они туда попадают? Dėl ko jie ten patenka? Потому что корень всех зол есть сребролюбие. Nes visų blogybių šaknis yra meilė pinigam. Если взять немножко другой момент, Kitas momentas, от Матфея 6:24. Mato 6:26. Я не буду полностью читать это, но в 24 строчке пишется: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другим не рдеть. Не можете служить Богу и мамоне». Niekas negali tarnauti dviem šeimininkam, arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie jo vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Здесь Иисус прямо говорит: Čia нельзя Jėzus служить tiesiai sako, двум хозяевам. negali tarnauti dviem ponam. Ну, просто-напросто физически даже невозможно служить двум хозяевам. Neįmanoma tarnauti dviem. Потому что если хозяин тебя вдруг призовет тогда, когда ты как бы нужен ему, а ты будешь у другого, то извиняюсь, но как-то и тому Если не сказать, что не могу, и тому. Lėčiau. Trumpais sakiniais. Тренируйся. Treniruosi. Nes jeigu staiga vienas pakvies viešpats, tai kaip tu tam kitam atsakysi? И мы иногда свою жадность прикрываем бережливостью. Savo godumą mes priskaitom Таупим. taupimui. Aha. Я не считаю ничьих денег, мне это не интересно. Aš neskaičiuoju niekieno pinigų, man neįdomu, Вы можете жить как хотите. gyvenkit kaip norit. Просто-напросто Слово Божье говорит, что мы не можем служить двум хозяевам. Bet Dievo žodis kalba, kad negalim tarnauti dviem šeimininkam. И это очень тонкая линия Ir tai labai siaura linija между бережливостью и жадностью. tarp taupimo ir godumo. Mhm. Очень много жадных людей имеют много денег, Labai godžių žmonių turi daug pinigų, но выглядят как бомжи. bet atrodo kaip benamiai. Benamiai. И они экономят на всем. Ir jie ant visko taupo. Они служат деньгам. Jie tarnauja pinigam, mamonai. И люди, которые служат Богу деньгами, Ir žmonės, kurie tarnauja Dievui pinigais, они выглядят как простые люди. jie paprastai atrodo, Они могут жертвовать очень большие суммы jie gali didelės sumas aukoti на служение. tarnavimuose. Я не говорю просто приносить в церковь там Nekalbu, kad į bažnyčią atnešti. все спорят, надо жертвовать десятину, не надо жертвовать десятину. Dauguma žmonių ginčinasi, reikia aukoti dešimtinę, nereikia. Почему возникают вообще такие вопросы? Dėl ko iš vis atsiranda tokie klausimai? Если взять притчу о нерадивом этом, Ką? Укведис, как русишкой. Atsiversk, koks ten Luko 16. Сейчас мы откроем. Лука, 16 глава. О нерадивом управляющем.
Менеджер. apie apsukrų prievaizdą. И Иисус там говорит, что этот человек управлял богатством богатого человека. Ten rašo, kad prievaizdas tvarkė turtingo žmogaus pinigus. И когда хозяин его подловил на воровстве, Ir kada ūkvedys jį pagavo vagystėj, suktybei, не укведис, а Шеменинкас, šeimininkas, то тот решил каким-то хитрым способом выкрутиться. ir jis pabandė gudriai išsisukti. Он пошел и раздал долги хозяина. Jisai nuėjo ir išdalino skolas šeimininko. Вам не странно это? Ar jums nekeista? А хозяин взял его и похвалил. O tas paėmė šeimininkas ir pagyrė jį. Как-то странно выглядит это все. Kažkaip keistai atrodo. Но подумайте, если этот хозяин Бог, Bet pagalvokit, jeigu tas šeimininkas Dievas, который дает нам все. kuris duoda mums viską. Ну, если так, без Бога мы не можем ничего заработать, правильно? Nes be Dievo mes nieko negalim uždirbti. Вообще ничего не можем сделать, Iš vis nieko negalim, если верить в Слово Божье. jeigu tikėti Dievo žodžiu. Значит, все, что мы зарабатываем, это дает нам Бог. Tai reiškia, viską, ką mes uždirbam, mums duoda Dievas. Вся мудрость, которая приходит нам, это дает нам Бог. Išmintis visa, kur ateina, duoda Dievas. У нас появляется такое, как бы, желание O pas mus atsiranda toks troškimas взять и сказать, это я зарабатываю, pasakyti, tai aš čia uždirbu. я такой умный. Aš toks protingas. Что, вы думаете, мне Бог помогает это машины ремонтировать? Ką jūs galvojate, Dievas man padeda mašinas remontuoti? Нет, я такой умный, я научился и начал Čia aš ремонтировать toks машины. protingas, aš išmokau, Но, увы, bet ne. только Бог убирает милость свою. Tik Dievas patraukia savo malonę. И ты становишься как Навуходоносор, Tu pasidarai kaip karalius Nabukadnezoras, который 7 лет траву жевал. kuris valgė 7 metų žolę, Ничего не понимая. nieko nesuprasdamas. Но перед этим он возгордился, что он все построил своими руками. Bet prieš tai jis pasididžiavo, kad jis viską sukūrė savo rankom. И то, что хозяин, Иисус как бы подводит к общему знаменателю, он в 10 стихе говорит, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом и неверен и во многом. Итак, если вы неправедно богатство не были верны, кто поверит вам истинное? Kas patikimas smulkmenose 16:10 Luko. Jo, 10 eilutė, Luko 16. Luko. Kas patikimas smulkmenose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose. O kas neteisingas smulkmenose, tas neteisingas ir dideliuose. Если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Tad jeigu nepasirodėt patikimi tvarkydami neteisėją mamoną, tai kas patikės jums tikrasias gerybės? И тут опять же возвращаемся к тому же самому знаменателю. Никакой слуга не может служить двум господам. Ir Ибо или grįžtam, одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. grįžtam prie to pačio, kaip jau vertėm.
амен еще немножко. Подождем. Jau pavargot? Если мы понимаем, что наша духовная часть, она важнее душевной, Jeigu mes galvojam, kad dvasinė pusė svarbiau negu sielinė, то мы должны душевную подчинить духовному. tai mes turim sielinę pataisyti dvasinę. Поверь. То, что Иисус и говорит, обновите ум ваш. Tai kaip ir Jėzus sako, atnaujinkit savo mąstymą. Так же, как это в спорте. Taip pat kaip sporte. Если ты не будешь увеличивать нагрузку, Jeigu nedidinsi krūvių, ты не достигнешь хороших результатов. Neturėsi gerų rezultatų. Так и в вере. Tas pats su tikėjimu. Если ты не будешь увеличивать нагрузки, Jeigu nedidinsi svorių, не достигнешь результатов. nepasieksi rezultato. Вера – это есть дорога, Tikėjimas tai yra kelias, по которому мы идем. kuriuo mes einame. И достигаем Ir pasiekėme новых вершин. viršūnių pasiekėm. Naujas viršūnės. Чтоб в конце пути Kad gale kelio, услышать, что kad išgirsti ką, зайди в мое царство. įeik į mano karalystę, šaunusis tarne. Хороший слуга. Мы должны быть верны в исполнении Слова Божьего. Ištikimi turim būti vykdydami Dievo žodį. Но, как Яков говорит, Kaip Jokūbas sako, что язык – это самое большое наше зло. liežuvis mūsų pats blogiausias, didžiausia blogybė, Которое поджигает много. kuri padega visą gyrę, taip sako Dievo žodis. И в Евангелии от Матфея, 5 глава, 37 Ir taip pat стих, Mato 5, 30 kiek? но да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого от лукавого. Mato 5. 3:7. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip ne, jei ne, o kas iš viršaus, tas iš pikto. Нам очень важно понять, что тогда, когда мы что-то говорим, Labai svarbu suprasti, kai kažką sakom, мы транслируем или благую весть, mes ištransliuojam arba gerą, arba blogą naujieną. потому что если ты немножко соврал, Nes jeigu tu biški pamelavai, сказал, что это так, а это не pasakėjai va šitaip ir šitaip, o taip так, ne taip, значит, ты транслировал весть лукавого. tai reiškia, tu pasakėjai naujieną iš piktojo. Понимаете? Supratot? Ar supratot? Просто-напросто надо следить за своим языком. Tiesiog reikia sekti savo, ką mes kalbam. Как
брат, которого сейчас нету с нами, kaip brolis, kurio nėra mūsų tarpe, который сидел в местах не столь отдаленных. kur sėdėjo kalėjimuose. Он говорил, что там очень осторожно надо говорить. Jisai pasakojo, kad labai atsargiai reikia kalbėti. Если что-то ляпнешь и не сможешь этого выполнить, Jeigu kažką leptelėsi ir nevykdysi, то твоя жизнь может стать намного хуже. tavo gyvenimas taps sunkesnis. Потому что тебя начнут требовать как бы ответа за свои слова. Nes bus pareikalauti atsakyti už savo žodžius. Почему мы думаем, что если среди людей это как бы существует? Kodėl mes mąstam, jeigu tarp žmonių tai reikalaujama atsakyti už savo žodžius, то у Бога не будет за это ответ. Galvojam, kad jeigu tarp nusikaltėlių taip vyksta, tai kodėl mes galvojam, kad iš Dievas iš mūsų nepareikalaus. В притчах Соломоновых, 18 глава, 22 стих, Patarlių 18, 20 kiek? 200 дом. Соломон говорит: смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Čia nėra taip parašyta. 21. Mirtis ir gyvenimas liežuvio galioj, ir kas su juo sutarė, tas valgys jo vaisius. Понимаете, что Иисус Христос себя представляет как Слово. Jėzus Kristus pristato save kaip žodį. Все, что Он говорил, это есть истина. Ir tai, ką viskas sakė, yra tiesa. И когда мы как христиане Ir kada mes kaip krikščionis иногда начинаем лукавить, pradedam meluoti, просто надо понять, что за нами люди следят. žmonės mus seka. Они как дети, Jie kaip vaikai они все видят. viską mato. И они не слушают то, что мы говорим. Ir jie neklauso, ką mes sakom, Они смотрят, как мы живем. bet žiūri, kaip mes gyvenam. Если ты говоришь, что ты верующий, Jeigu tu sakai, tu tikintis, они следят за тобой. jie seka tave. И по плодам твоей жизни они видят, какой Бог. Ir pagal tavo gyvenimo vaisius jie mato, koks Dievas. Ты своей жизнью проповедуешь Евангелие. Savo gyvenimu tu skelbi Evangeliją. Не тем, что ты рассказываешь про Бога. Ne tai, ką tu pasakoji apie Dievą. Фарисеи тоже рассказывали о Боге. Fariziejai ir pasakojo apie Dievą. Но спасение пришло от Иисуса Христа. Bet išgelbėjimas atėjo nuo Jėzaus. Мы своей жизнью проповедуем Евангелие. Savo gyvenimu mes skelbiam Evangeliją. И чтобы наша жизнь стала как бы хорошей проповедью, Ir kad mūsų gyvenimas taptų gerų pamokslų, нам все-таки надо понять вот эти, я несколько причин назвал. reikia suprasti tas priežastis, kurias aš pasakiau. И такие основные, которые чаще всего встречаются в христианской жизни. Ir tai tokios kaip pagrindinės, kurios pasitaiko mūsų gyvenime. Полно людей, обиженных на кого-то. Labai daug žmonių užsigavusių ant kažko. Но они не понимают, что они обижаются на Бога. Bet jie nesupranta, kad jie pyksta ant Dievo. Бог создал и свел вас, если вы обижаете. Dievas suvedė jūsų tai žmonėm.
o jūs для pykstat чего-то. dėl kažko tai. Но точно не для того, чтобы вы на них обиделись. Bet tikrai ne dėl to, kad pykt ant jų. Многие обиженные люди встречаются с обиженными людьми и начинают драться. Daug užsigavusių, sužeistų žmonių susitinka su tokiais pat ir pradeda peštis. Вместо того, чтобы понять причину, почему так случается, Vietoj to, kad suprast priežastį, dėl ko taip atsitinka, вырвать все корни и начать ištraukti жизнь. visas šaknis ir pradėti gyventi naują gyvenimą. Почему человек разочаровывается? Dėl ko žmonės nusivilia? Потому что они очаровываются. Nes jie susižavi. Но они очаровываются не Богом, Bet jie susižavi ne Dievu, а людьми. o žmonėm. Посмотрите, самый лучший пастор Pažiūrėkit, pats geriausias pastorius. после одной проповеди 70 человек отвернулись и ушли от него. Po vieno pamokslo nuo jo 70 žmonių nusisuko ir išėjo. Кто может поспорить, что Иисус Христос был плохой пастор? Kas pasakys, kad Jėzus buvo blogas pastorius? Но 70 человек взяло, отвернулось. Bet 70 žmonių nusigręžė ir išėjo. Почему? Dėl ko? Они ждали чего-то другого. Jie kažko kito laukė. Они не готовы были учиться. Nesiruošė mokytis. Они ждали чего-то другого. Jie laukė kažko kito. Даже те ученики, которые ходили с ним, Nes tie mokiniai, kurie su juo vaikščiojo, они думали, что они будут сидеть в правительстве Израиля. jie galvoja, kad jie sėdės sostė Izraelio vyriausybės И они sostė. будут решать вопросы, от которых им перепадет какая-то коррупционная. Ir jie galvoja, ten jiem kažkas klius, kažkokių pinigų. Они не понимали, что Царство Божье вообще не на этой земле обстроено. Jie nesuprato, kad Dievo karalystė nesistato šitoj žemėje. Что такое Царство Божье? Kas yra Dievo karalystė? Это праведность, мир и радость в Teisumas, Святом Духе. ramybė ir džiaugsmas šventoji dvasia. Где эта связь с землей? Kur su žemė susisiekimas? Причем здесь вообще деньги? Ir prie ko šitie pinigai? Они нужны, я согласен, что без них это Jie немножко reikalingi, трудновато. aš žinau, kad sunku be jų. Все эти вещи, о которых я говорил, их без веры невозможно понять. Visi tie dalykai, apie ką kalbam, neįmanoma be tikėjimo suprasti. И достичь без веры невозможно. Ir pasiekti be tikėjimo neįmanoma. Ты не можешь без веры в Бога простить человека, Be tikėjimo negali žmogų atleisti, потому что это глупость. nes tai kvailystė. Даже в Старом Завете было написано око за око. Net testamente senam buvo parašyta dantis už dantį. А кому что? Кому Акись око, жать. кому зуб за зуб. Кто-то недавно зубы вставил. Ой. Спасибо за комплимент. Но сам факт в чем? Faktas tame, kame, Что без Бога мы не можем ничего. kad be Dievo mes nieko negalim. Net dantų įstatyti. А тот, кто верует в Бога, O tas, kas tiki į Dievą, тому все возможно. tam viskas įmanoma. Все, что по воле Божьей. Viskas, kas pagal Dievo valią. Все завели. Matai, kaip девчонки. linksma. Так что это все, что я хотел вам на Viską сегодня aš jums ką galėjau pasakyti, nes atėjo džiaugsmas Dievo karalystė. Ką norėjau pasakyti.
Это не значит, что мы не будем ошибаться. Nereiškia, kad mes neklysim Не надо бояться ошибиться. arba bijot suklysti. Ai, nereikia bijot suklysti. Когда ты входишь в лес, Kai įeini į mišką, всегда есть возможность заблудиться. yra visada galimybė pasiklysti. Но и всегда... Но и всегда есть выход из леса. Bet visada yra išėjimas iš miško. Так что не бойтесь заблудиться. Taigi nebijokit pasiklysti. Где вас выведет из этого? Dievas jūs išves iš to miško. Самое главное, что страх это не от Бога. Svarbiausia, kad baimė ne nuo Dievo. Нам нужно понять, что если ты начинаешь чего-то бояться, Jeigu tu kažko pradedi bijot, или это не от Бога, arba tai ne nuo Dievo, или просто-напросто у тебя немножко не хватает веры. arba truputį trūksta tikėjimo. Но запомни, Bet prisimink. если ты не сделаешь этого шага, Bet jeigu nepadarysi žingsnio, ты так и останешься в сомнениях. taip ir pasiliksi abejonės. Чтоб еще одно свидетельство, и на этом заканчиваю. Dar vienas liudimas ir pabaigiam. Я работал на хорошо оплачиваемой работе, Aš dirbau gerai apmokamą darbą и вдруг мне стукнуло в голову, что мне надо уйти с этой работы. ir staiga man šovė į galvą, kad reikia palikti tą darbą. Потому что меня что-то стало не удовлетворять эта работа. Kažkaip man pradėjo nepatenkintas darbas. Полгода я прошел все пути ада, Pusę metų aš praėjau per pragarą, потому что мне все доказывали, что мне надо искать работу. nes visi man įrodinėjo, kad man reikia ieškoti darbo. Хотя мне этого не надо было доказывать. Ir man nereikėjo to įrodinėti. Но это был 97-й год или Tai 6-й. buvo 96 metai ir 7. Тогда просто-напросто не очень-то и легко было найти работу. Ir būdavo netaip lengva surasti darbą. Я просто-напросто сделал все шаги, которые я мог сделать, чтобы найти работу. Aš padariau visus žingsnius, kad surast darbą, И все они прошли мимо. ir jie visi praėjo pro šalį. Работы я так и не нашел. Darbo aš taip ir neradau. И когда меня спрашивали, что ты, ищи работу, делай что-нибудь. Ir kada žmonės sakydavo, tai daryk ką nors, ieškok darbą. Я им отвечал, мне Господь даст работу прямо на дом. Ir aš jiem atsakydavau, darbas ateis pas mane į namus. Я там подзарабатывал на мелких работах, Aš ten biški dirbau smulkius darbelius, не sėdел просто. nesėdėjau, taip sau. И вдруг в один вечер звонит мне один брат из церкви. Ir vieną vakarą skambina man brolis iš bažnyčios. Он говорит, ты хочешь в автосервисе работать сварщиком? Tu nori servizė dirbti su vyrintojai? Как раз, когда я начал искать работу, я и думал, что было бы неплохо где-нибудь вот такую работу найти. Kaip tik aš galvodavau, vat, kažkokį neblogai tokį suvirintojo darbą man. Я сказал, да, хочу. Ir aš tada atsakiau tam broliui, taip noriu. Он мне дал адрес, я пришел, устроился на работу. Jis man davė adresą, aš atėjau įsidarbinau. Так я стал механиком. Ir taip aš tapau mechaniku. Но, правда, то, что я сделал такой шаг, Bet tai, kad aš padariau tokį žingsnį, это не удовлетворило мою жену. tai nepatenkino mane žmona. Ir ne tik žmona. Mano žmonos. Ta ošvė labai ne. Сам факт, что ей казалось, что я мало зарабатываю. Man atrodė. Я Aš jau pamiršau. Я Jai помню. atrodė, kad aš mažai uždirbu. Но со временем я стал зарабатывать
в 2 или в 3 раза больше, чем я зарабатывал на той хорошо оплачиваемой работе. Bet po kažkiek laiko jis pradėjo daugiau uždirbti, negu kur paliko darbą. Просто-напросто, когда Бог что-то дает, Tiesiog, kada Dievas kažką duoda, это не значит, что ты сразу будешь это как бы в дамках. tai nereiškia, kad tu iškart būsi damkės. Damkės. И я когда пришел в гараж, я вообще не понимал ничего о машинах. Kai aš atėjau į garažą, aš iš vis nieko nesupratau apie mašiną. Но через полгода я уже хорошо зарабатывал. Bet po pusę metų jau gerai uždirbdavau. Бог дал мне мудрости, в этой профессии. Dievas davė išminties toj profesijoje. И она до сих пор меня кормит. Ir iki šiol ji mane maitina. И мою семью Ir mano šeima. иногда. Так что Ne tik tave, laimina ir mane. не бойтесь делать шаги веры. Taigi nebijokit daryti tikėjimo žingsnius. Даже если вы ошибетесь, Net jeigu ir suklysit, Бог знает, как исправить ваши ошибки. Dievas žino, kaip ištaisyti jūsų klaidas. Все, аминь. Viskas, amen. Kur aplodismentai? А сейчас Дайва помолится за Ne, нужды. ne Daiva, Audronė pamolится, a ты будешь переводить. Не, по-русски ты будешь переводить. Вот pradėjau. Va, turim poreikių, kaip Так, visada. имеем нужды, как всегда. Mūsų gyvenimas iš poreikių. Be jų niekaip. Tad aš praeitą savaitę buvau Lietuvoje Я на прошлой неделе была в Литве, ir kaip meldžiausi, и когда молилась, man taip viduje atėjo, kad mes turime dvasinę apsaugą. мне пришло, что мы имеем духовную защиту. Labai man patinka ta rašto vieta iš Jobo skyriaus. Мне очень нравится то место из Писания, из Joba. как это по-русски? Йов, из Йова. Kur sako velnės Dievui. Dievas sako, tu matai, mano tarnas sako, kaip jisai sako, mane myli ir kaip jisai sako, šlovina mane. Где Господь сатане говорит, ты видел моего раба Иова, как он любит меня и как, в общем, как он любит меня. O velnės sako, gera tau kalbėti, kaip tu aptvėrės jį ir viskas, kas jo savo tvorą. И говорит, и хорошо тебе говорит, когда ты его защищаешь его со всех сторон. Taip, kad mes patys ir viskas, kas mūsų, yra saugoma Dievo. Так что нам надо понять, что мы сами и все, что наше, защищается Богом. Ir taip pat porą rašto vietų Išėjimo 23 skyrius 20-22 eilutės. Jūs neskaitykite dabar, bet ir skaičių 23, 8, 20. Čia kalba, paskaityt? Tai čia ilgai skaityt, bet aš pasakysiu trumpai. Išėjimo knyga kalba apie angelą, kurį Dievas siuntė pirmą savęs, kad jisai apsaugotų kelius, kad jisai atvestų ten, kur reikia. Книга Исход там показывает, как Господь послал ангелов впереди израильтян. O skaičių knygoje parašyta, kad niekas negali pradėti to, ką Dievas palaimino. В книге чисел говорится, что никто не может это проклять того, что Бог благословил. Ir vat iš tų rašto vietų aš tiesiog paėmiau ir parašiau maldą. И вот из этих мест Писания я просто взяла и написала молитву. По-русски
Она переслала Оле и Ирине на русском, а Эйдану и Кимберли на английском. Я могу вам почитать по-литовски. Labai užspaudžiu. Viešpatie, dėkoju tau, kad tu siunti savo angelą eiti pirma manęs, kad jis saugotų mane kelyje ir vestų į vietą, kurią tu man parašai. Aš gerbiu tavo balsą ir paklūstu tavo žodžiui. Tu esi priešų mano priešams ir priešininkų mano priešininkams. Kaip parašyta, aš gavau įsakymą palaiminti. Jis palaimino, aš negaliu to pakeisti. Niekas negali prakeikti to, kad tu palaiminai. Niekas negali paliesti to, kad tu saugai. Todėl skelbiu, aš esu viešpaties palaimintas. Ir jokie ginklai nukalti prieš mane nebus sėkmingi. Aš esu po jos sparnais, jo ištikimybė yra mano skydas. Viešpatie, tu esi mano apsauga ir tvirtovė. Ačiū už tavo apsaugos orderį mano gyvenimui. Jėzaus vardu, amen. Tad tiesiog dabar Jėzaus Kristaus vardu aš meldžiuosi už šitos poreikius. Viešpatie Dieve, mes esame tavo ir viskas, kas yra mūsų, yra tavo viešpatie. Ir viskas yra saugoma. Tad viešpatie Dieve, visi palaiminimai tavo yra taip ir amen, Dieve. Ir visi palaiminimai, kurie mums priklauso, Jėzaus vardu tiesiog dabar tai ateina į mūsų gyvenimą. Tiem, kam reikia sveikatos, Jėzaus Kristaus vardu aš meldžiu, tai ateina sveikata. Kam reikia namų, Jėzaus Kristaus vardu, tai ateina namai. Kam reikia darbo, Jėzaus Kristaus vardu, aš meldžiu, tai ateina darbas. Jėzaus Kristaus vardu, tai būna atsakytas kiekvienas poreikis šiame krepšelėje ir jūsų širdise tiesiog dabar. Jėzaus vardu mes meldžiame ir tikime ir dėkojame viešpatie Dieve, kad tiesiog dabar tu atsakai. Aleliuja, Dieve, mes dėkojam tau, kad tavo pažadai veikia mūsų gyvenime ir kad tu atsakai į kiekvieną mūsų maldą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Мы говорили о жадности, так что не будьте жадными. Все, после пожертвований мы идем пить кофе. Спасибо за внимание.